Да. Вот мне скажите, вот сейчас вы можете достать телефон и найти мне, где находится сейчас налоговый кодекс на общественное обсуждение. Первое чтение, второе чтение, третье чтение. Есть? Где народ может ознакомиться? Мы еле как у телеграм-канала Дастана Бекешева нашли, который в третье чтение вошло. Вот министр финансов. Можете открыть телефон, показать просто. Нет, Министр давайте так сделаем. Вот есть два момента. Да? Вот есть разработчик правительства. Вот от правительства, когда был разработан налоговый кодекс, он висит на сайте Министерства экономики и коммерции. Да? Вот вы можете как сейчас в открыть. редакции, да? Первое чтение, второе чтение, третье чтение. Покажите. Потому что нету в баке. Нет, там первое чтение, третье. Там процедура такая именно, да? Когда вывешивается, значит, на сайте Министерства экономики, Так. оно вешается в целом. Так. Потом первое чтение мондо, второе чтение мондо деп айтылбайды, да? По чтению не делается. Хорошо. Мына сайттан неге мына 24 кg канча жолу кайрылды? Салык кодексин ала алган жоксуз деп суроо. Мен мына жаңылыктардан карап. Азыр эле жок болот ал жерде. Азыр мен алдым мына. Азыр Дастан Бекешевдин телеграм каналынан алдым. Атай зовут меня. Атай? Да. Атай, мындай да вот. Разработанный налоговый кодекс, Так, он был обсужден, так, и он висел месяц на нашем сайте. так. Да, Он я есть помню. в первой редакции, в которой внесен. Можно он его есть. сейчас прямо открыть? Сейчас, секундочку, открою, да, и покажет вам. Он есть. Вы говорите о том, что в Джогуртнеш, когда поступил документ, Так. почему его не вывешивают на общественное обсуждение после Так. первого, второго Так. и третьего чтения принято? Так. Правильно? Я Да, правильно вас понимаю? Да, и в Жорткнеше Я вас правильно понял? Да, блок Вот это я Мейзамдар, вам теперь он не отвечаю. работает уже. Нет, я вам теперь отвечаю, что Ага. когда документ передан в Джогуртнеш, то есть это уже компетенция Джогуртнеша. Да, да. Ага. Я, честно говоря, не осведомлен, там, был ли он вывешен. Нет, там, он на сайте не Джогуртнеша, обязан да, вывешивать это. Нет да. такого. Вот что на нашем сайте обсуждение он есть. которого На он нашем занимает. сайте есть Министерство Өкмөткө экономики. чыккан, анан кийин жооп беришкенден кийин жооп беришмесе. Жумушчу топ, жаңы кодексте иштеп чыккан жумушчу топ ким? Анткени вчера я вот в соцсетях тоже увидел, консалтинговая компания уже запускает рекламу по обучению по новому налоговому кодексу. Да, да, и в комментариях я вижу то, что они принимали участие в разработке в 2008 году и сегодняшний налоговый кодекс. Кто в рабочую группу входил? Ну, эксперты, смотрите, при разработке его можно как угодно разработать. Да. Не, То есть экспертная группа Его именно. разрабатывают как угодно. Экспертная группа, она имеется қатынарда эгерде бар болсо, мы вам официально ответим, кто в составе группы этой. Мындайлы айтып коеюн. Силер телефонгума берип койсуңарбы? 8 миллион такие болбоду, вопросы. мисалы үчүн 8 миллиондон өйдө болбойт деп атпайсызбы? Мына патентти кабыл алгандачы канчанчы жыл кабыл алдык элек 8 миллион деп? В 2008 году. В 2008 году. Сейчас Он 2021. 2008 года. Вот теперь давайте 2021 сейчас. Он был Ну, на. принят вообще в 95-м году. Баке, мындай Патентная кылалы? система, да? Жылдын башында курулуш материалдарына болгон баа кандай эле? Жылдын аягында кандай болду? Обороттон деген туура эмес да? Выручкадан 8% отасыз общепитке. Это правильно вы считаете? С Нет, выручки? вы можете выбрать и тот режим, который вас устраивает. Пожалуйста, хотите с доходов платить? Платите с доходов. Ну как это без Нет, нет, кассовых нет, аппаратов? Как это без кассовых аппаратов? Смотрите, как вот, ребят, нет, ребят, дело в том, что не то, что не нравится, дело в том, что Не надо говорить от имени народа. Вы представляете... Мындай кылбайлыбы? Азыр я Вы думаю, определенную группу только. бияктан мындай. Мындай да, Глеб, есть определенная группа, которая недовольна сейчас вот этим введением контрольно-кассовых машин. В целом по стране, вот это вот как бы сейчас переначивать, что 8 миллионов, оно как бы не результат, да? Я возьму любой магазин, который есть в городе, да? Такой мелкий бизнес, да, средний бизнес, который будет, он будет получать облегчение. Хорошо, есть группа, которая вот оптовики, там, да, вот, по ним мы готовы сесть и работать, да? Хорошо. Вот на Дурдое, сейчас, я договорю, когда мы встречались на Дурдое, мы, в принципе, готовы рассмотреть пороги, отдельный режим для Оптовиков. этих оптовиков, там. Ну, дело в том, что привыкать к порядку нужно в любом случае. Обязательно. Ну, в Согласны порядке. же? Вот вы же Согласны сами же? признали позавчера на заседании, да, вы сами признали в лице Акылбека Джапарова о том, что информированное население, к сожалению, не произошло в должном уровне. Мы же, никто же не понимает сейчас. Сиз ойлоп көрсөңүз, мына могу жыл массивтерде карызга жазылып атат. ККМди кандай кылабыз? Атай, налоговый кодекс ертең юткан жок. Это не с 1 января. Не с 1 января. Вы не боитесь, что это с 1 января? Сейчас мы находимся на обсуждении Жогоркенеша. Сейчас келди тура. Үч окуудан өттү. Пока оно несется, еще время будет. Сколько? Ну там внесение изменений канча нерсе? Срок канча? Не с 1 января там срок действия. Пока президент еще посмотрит, время есть. Мы до этого с вами будем сядем и мы будем разговаривать. Нет, сколько, по времени скажите, вот это очень важно. Какое число там? Нет, до какого числа? На сайте висит. Сейчас. Налоговый инспекция начал келди? Мен орынбасар. А где? С какого числа вступает?
После После. опубликования не болгондон чыккандан Через сколько дней? Месяц? Да. Дело в том, что почему мы Бир ай его не Ну вот, пропагандировали. не 1 января, а 1 февраля деп қойған ғой. Көрдіңдер ме? То есть на сайте он есть, да, вот кодекс? Я сейчас посмотрю. Вот, Посмотрите, вы зайдите на сайт. Ребята, мынау хат боюнча біз жооп беребиз. Мы там телефон контакт оставили. Мындайда силер дагы туура түшүнгүлө. Биз мисалы үчүн провокация кылбай элебиз. Биз суроо берип атабыз. Анткени мындай болуп атат. Эми азыркы павильондордо Карска жазып аласың. Анын ККМге кантип киргизет мисалы байкуш карапайым элди да түшүнгүлө да. Анан силер туура эмес маалымат берип эле анан кирет эле анан салык төлөш керек деп эле бере берсеңер момча киши канча жолугушка барып атасыңар. Мындай болайыкпы? Тиги биз телевидениеге азыр как раз чыгып атабыз ушу расчисление боюнчачы. Ушу боюнча сизди көп суроо бар экен. Мен налоговый инспекциянын начальнигин чыгып туруп ушу сиз берген суроого даярдабайсызбы ошо деп сүйлөшкүлө. Ачык айкын. Мейли? Ошондой болсун. Хорошо. Ким начальник? Налоговый инспектор начальнигин мен чыгарам силерге. Мисалы любой каналга азаттыкка каласыңар. Кайсы каналды вас устраивает, чтобы это был независимый, чтобы это у вас не было такого, значит, подозрения, что там что вы готовы было. Чыгып туруп, экөөнү үчөөнү чыгаргыла, ошон суроо берип жооп беребиз. Макул? Да, Тугандар, вот сейчас, я извиняюсь, пользуясь случаем, вот, и у нас сейчас мы и в соцсетях, да, вот, и вот у нас и телеканалы есть. Я бы призвал все-таки цивилизованно, да, вот прийти, вот мы, в принципе, всегда открыты двери, у нас есть зал большой, да, там, если есть группа, ну вот, вы же все, как бы, коллеги же, правильно, где-то сгруппировались, просто, да? в группах где-то списались, договорились о том, что, ну, давайте вот, прежде чем вот выходить и требовать, да, вот, я тут сейчас на всю, как бы этот, ну можно же прийти, вот, например, сказать, что выбрать группу там, сначала получить разъяснение. Дело в том, что почему разъяснения не было, пока официально документ не принят, мы что будем обсуждать и о чем мы будем как бы. Нет, что принимать, самой концепции, так вот концепция не поменялась же в кодексе. Как был патент до 8 миллионов сомов, правильно? Мы же все с вами платим патент, знаем, что у него есть ограничение до 8 миллионов сомов. Да? Правильно? Это же хорошо нам. Не, правильно? Нет, ну, нет, правильно. Вот сиздер биякта туруп алып, мисалы айтып атасыздар, келгиле, киргиле деп. Силердин мына чүйдөн, нарындан келген салык кодексинин салык кызматкерлер кыдырып жүрүшөт. Мына ККМ онлайн деген бар. Мен атайын өзүм бардым Ошкага. Барып мына мага ККМ онлайн киргизип берчи десем, патент сурады менден. Мен айтып атам, патентти отменили, оказывается. Нет, вы нам патент принесите деп. То есть, вы понимаете, у вас очень много неподготовленных моментов. Видите, недопонимание идет. Патент мы дали на отмену. Указ президента вышел, чтобы отменить это. Но у нас в законе еще нету ее. Закон еще не подписан. Поэтому мы сейчас живем с вами по старым налоговым кодексам. Где там 10 налоговых кодексов, там есть и ККМ, патент, и ККМ бар. Видите? Мы сейчас живем по налоговым кодексам. Жаңа налоговый кодекс кирилек пока. Кирилек пока. Иштарап салып барып алып текшерип. Ал ескі налог кодекс ушундай. Патенти бар турат анан эме салып атат. Түшүндүрүп берейин. Мынакей. 20-жылы июнь айында токтом чыккан. Жана контрольно кассовый машинаны поэтапно киргизүү боюнча. Так. Эски налоговый кодекстин алкагында ошол ККМ аппараттарды киргизүү боюнча мына июнь айында 20-жылы кирген да. Анан кийин бунун мөөнөтү ошол кодекс менен кабыл алганга бир келип калып атат да. Эгерде азыр токтомду ачсак 20-жылдын токтомунчу көрөсүздөр мынакей. Ошол келатканы. Бирок жаңы салык кодексинде мындай ашыкча салык салуу жок бирде норма. Концепциясы толугу менен сакталган. Мен буга кепилдик берем. Мисалы жөндөн-жөн 28 бизнес ассоциация улам-улам кайрылган жок да силерге. Жок, бизнес ассоциациялар менен дагы кайра жолукканга даярбыз. Эгерде биз күнү эле моралдан жооп беришти. Ачык айтышты. Бизди уккан жок дебечи. Любой бизнес хочет дешевле сделать себе всегда. Хочет всегда дешевле сделать. Но мы не можем на это пойти уже, да? Понятную систему. Давайте сделаем так, чтобы здесь не дискутировать. Я предлагаю, мы ваше письмо взяли, алдык катты. Жооп беребиз. Жооп беребиз сөзсүз. Анан кийин эгер ушул группамен барып туруп, Министерство экономиканын комитетине кирип отуруп алып разъяснение кылайлык. Мен азыр Министерство экономика эчтеке кыла албайт. Билесиз, кыла албайт, уже болду. Булар деген разъяснить этип, эптеп чалаучу кылып жогорку кеңеште өткөзүп, азыр президентке өткөрүп берип койду. Булар менен талкуулаган эмне? Онусу не выше жогорку кеңеш. А бул угуп туруп изменения киргизип коюп турган. Нет, подождите. Почему нет? Так не надо говорить, что ничего не делают. Я не то, что ничего не делают, Разбек Рустамович. Не понимаю. Вы читали налоговый кодекс? Вот, окудум мен. Мына окусаңыз мени. Давайте конкретно, по какой статье, где там ухудшение идет? Я вам сейчас расскажу. Просто вот смотрите, с вами обсуждать смысла нет, потому что вы уже в 3 чтениях протащили через жогорку кеңеш. Единственное сейчас президент может не подписать, вернуть. А вы сейчас просто давайте вот требования тогда вернемся. Хорошо, вы требуете, чтобы президент не подписал тот налоговый кодекс, который ту редакцию налогового кодекса. Пересмотрел, чтобы он объяснил всем. Нет, секундочку, давайте сделаем так. Суть в том, что сейчас вас не устраивает тот налоговый кодекс, который в 3 чтениях принят жогорку кеңешем. Я правильно понимаю? Да.
Вот теперь, ребята, я вам скажу так, что даже если президент наложит вето и вернет данный налоговый кодекс, то есть, не примет, скажет, да, вот, По старому налоговому кодексу вы в должны старом налоговом кодексе, Вот, то есть по идет старому администрирование налоговому налога, кодексу улучшение вы должны администрирования. принять постановление уже поэтапно, вы должны акырын түшүндүрүп өтүшүңөр керек. Тогда уже вы на уровне постановления. Постановление Так мен постановление кодекстин даже не этим айырмасы правительством бар да, принято. туурабы? Ребят, Кодекс постановление не мыйзамдан этим- да өйдө турат. Постановление даже не этим правительством принято. Я вам еще раз Вот объясняю. вы должны пересмотреть это постановление тогда. Вот мы должны его Ну, пересмотреть а с вами. кантип эми Я депутаттар поэтому кабыл говорю, алган вы мне сейчас министрмен говорите, что вы сүйлөшүп ничего не атасыз, можете да? сделать там это самое. Мына Я эми просто- сиз муну- разъяснение кылды міне Сураны сизден мону, пожалуйста, Садыр Нуркожоевичке жеткизиңиз. Бул жерден талкуу кылып ким кыйын деп отурушка. ты сен сүйлөгөндү уксуң Бир минут берсеңиз, мен да кылып бербейсиң. Мы тебя услышали, катты жооп беребиз. Всё, болду. Азыр деген жактан бар талкуу. Разъяснение, вы идти, өзүңөр уккар жок да. Вы не хотите разъяснение услышать. Если даже сейчас президент поставит вето, допустим, поставит вето, все равно по старому налоговому кодексу вы должны ККМ ставить. Не по старому, согласно постановлению. Действующим налоговым кодексом. Постановлению. Есть налоговый кодекс и постановление. Есть Постановление. еще нормативные Ошол права. постановление Вот, кайтып Вот если келсеңер, вы анан сюда ошол пришли постановление. с этим требованием, да, Да. мы готовы с каждым и каждому объяснить, Конечно, каждому налоговому. какие новшества ждут и какие улучшения ждут в налоговом кодексе. Вот вы пришли из-за того, что у вас нет информации и вы не осведомлены, правильно же? Вот Вот мы хотим вам объяснить, и мы готовы с каждым так вот работать и доносить до каждого. Бұл жерге біздің мекендештер Министерство экономикаға барып тұрып, өзіңердің жоғыңырға, сұрауыңырға жоо алғыла. Себебі көбіңі түсіндіріп айтасың, біз мүмкін біз баяғы средств масс каналдан жетпегендер мүмкін. Ошо жоопты алгыла. Но надо дискутировать. Мы с каждым готовы Мен разговаривать. сизге да сунуш берейинчи. Мына азыр анда сиз өзүңүз Министерство экономикадан пресс-релиз таратыңыз. Ар бир базардан 5тен өкүл оз түрстүлөр менен келгиле. Мен жооп берейин. Эгер мен жооп бере албай калсам, анда ошол жерден түзетилген көрсүн деген. Канча базар Биякта азыр 2-3 эле базар келди. Бөө кетти да. Канча базардын өкүлдөрү келди? Канча базардан келди? Böyle oldu, Береке oldu. Ну, давайте мы будем точно тогда работать. Сиз тогда. ошентип эле чакырсаңыз, биз да келели мисалы үчүн. Мына ошол жерден отуруп алып, налог просто мындай болуп атпайбы? Отуруп талкуу кылганда толк уже өтүп кетти да, азыр президентке кол коюп киргенде сиз эчтеке өзгөртө албайсыздар. Сиз Жоқ, беріле шартын айтайын атай. Бұл жаңа налоговый кодекс. Қарапайым елге ешбір мындай тоскоолдук же мындай кошумча салык наркы жоқ та биякта. Наоборот, биз Ошол айтып атам да. Жоқ, партия отасы. Эл кыйналат. Биз содагер базарды билебиз да жакшыча. Эл кыйналат. Содагер эмес, кыйналат эл. Мисалы үчүн күндүк содаңыз канчадан болуп атат? Күндүк сода ар кандай да баке, айырдан сиз азыр мен 8 миллиондон ашпаш үчүн Жоқ, күнүнө сиз бияка келип атпайсызбы? 26 миңден ашпашым керек да, күнүнөчү. Арыздооңузду айтып атасыз. Туура эмес депчи. Көпкө эме болуп кетет да убакыт мындай болуп атат да. Кечиресиз. Можно, да, я на русском объясню. Здесь ситуация такая. Во-первых, основная масса людей, которые на сегодняшний день работают на рынках или в малом или среднем бизнесе, они не осведомлены. Они не могут понять эти все новшества. Для них страшно. И чтобы вот этих моментов не было, я думаю, в первую очередь нужно было государству и в лице правительства провести очень хорошую информационную политику, да, то есть объяснить, почему. Вот я, честно, да, вот не сторонник вот таких собраний. Почему? Потому что это чуть-чуть, дико, да, вот. Эмиль Ашимбаев, как менеджер, да, вот кризис-менеджер, он выступает в Фейсбуке уже на протяжении 5 месяцев. За 5 месяцев, Эмиль, тебе кто-нибудь ответил? Нет, с Эмилем давайте мы в открытом диалоге, вот в прямом эфире, на Facebook, на вашей странице готовы обсудить. Да. Всегда есть кто-то инициирующий, да, и кто поддерживает. И вот здесь эти все люди, мы все собрались для того, чтобы понять на сегодняшний день этот кодекс. Допустим, вот сейчас вот человек говорит, да, будут сложности. Я вот пример привожу свой, да, вот металл, да, с начала года взять и сейчас, да, в начале года, если у него оборот именно продажи, да, 5 миллионов сомов было, вот на сегодняшний день это все удорожало, у него этот оборот превратился в 10 миллионов сомов. Он автоматически переходит вот эти 8 миллионов. Он платит 2%, если это будет безналичный, 4% это если наличный. Он правильно, он платит? Да, да, Вы как, вот да, можно, подождите, можно я вопрос задам? Это повлияет на то, что в конечном результате он повысит цену на металл? обязательно 100%. Карапайым элге кыйын болот. Теперь, это повлияет на то, что я как покупатель приду к нему и в первую очередь ему задам вопрос, почему ты удорожал? Он как ответит? Он скажет, өкмөт кымбаттаттырды. Вы как считаете, это правильно? Я думаю, вот именно этот момент, это и то, что я вычитал.
этот момент нужно обсудить. Потому что вот с Береке люди пришли, я разговаривал, один говорит, я вот золотом занимаюсь. У меня цена, именно вот золото, она очень сильно играет. И вот сегодня, если я, допустим, так же, как с металлом, оборот там 5 миллионов, завтра у меня будет 10 миллионов. Как я как буду платить, если у него реализации заработка нету? То есть она остается такой же. И вот здесь все люди, они просто хотят для себя понять, смогут они заниматься бизнесом или лучше им закрыть свой бизнес и перейти что-то другое. Вот и все. Мы вас тоже понимаем. Вы тоже хотите лучше сделать. Мы как народ, да, вот кто работает, мы даже помочь вам хотим. Но когда мы собираемся помочь в Инстаграме, в Фейсбуке пишем, пожалуйста, отслеживайте. От вас реакции нету. Если вы услышите, мы только за. Я готов каждый день приходить к вам обсуждать. Но нет уже этого. Ну, малый бизнес-тренер, например, павильон Дорог